Привет! Сегодня мы поговорим о демократии. Сам термин «демократия» был придуман еще в Древней Греции. Демос и кратос, то есть власть народа. Но сама Древняя Греция при этом не являлась демократией в современном понимании этого слова. В Древней Греции было рабство, а рабы и женщины в принципе не могли голосовать. На самом деле в мире практически нет режима, который не назвал бы себя демократией. Даже Северная Корея вписала слово «демократия» в название своей страны. США, Франция, Туркменистан, Беларусь – все эти страны называют себя демократическими, а у некоторых слово «демократия» даже вписано в Конституцию. Так что же такое демократия? Определений на самом деле много. Однако тут важно выделить сами принципы демократии, по которым мы сможем понять, является режим демократией или нет. Давайте разберемся по пунктам. Смею вас заверить, демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России, на Западе или дальше там. Всего пунктов 4. Верховенство права, разделение властей, местное самоуправление и соблюдение прав человека. Давайте коротко разберем, почему термин «демократия» нельзя в полной мере применить к нашему государству. Первый признак демократического государства – это верховенство права. Верховенство права означает, что каждый гражданин, живущий в стране, обязан подчиняться действующему законодательству. У нас вроде бы и так, а вроде и нет, потому что, как пример, в 1994 году в Конституции закрепили возможность альтернативной службы для молодых людей. Однако, саму эту возможность ввели только в 2016 году, и то только для верующих. То есть как бы право есть, но не совсем. Второй принцип демократического государства – это разделение властей. Это принцип, когда власть разделена на три ветви – исполнительную, законодательную и судебную. При этом все три ветви являются независимыми. Однако кандидат юридических наук доцент Плехимович назвал наш режим суперпрезидентским. Президент своим указом назначает всех судей общей юрисдикции и 6 из 12 судей Конституционного суда, включая председателей. То есть, как мы видим, судебная власть, она у нас не очень-то и независима. Также президент избирает генерального прокурора, 6 членов избирательной комиссии и при этом является главнокомандующим Вооруженных сил Республики Беларусь. Законодательной ветви власти все еще интереснее. И дело даже не в том, что президент назначает 8 членов Совета Республики. Намного интереснее то, что он имеет право издавать указы и декреты. Указы при этом в иерархии стоят выше законов, а декреты на их уровне. Но при этом для принятия закона требуется 50% голосов депутатов парламента, а чтобы отменить указ, требуется 75% голосов. То есть вы понимаете, принять закон намного сложнее, чем отменить указ президента. В теории указы должны быть временными и издаваться только в крайних случаях. Однако, когда издается наш указ, в нем не написана дата, по которой он действует. Так был принят, например, декрет номер 3, который в народе называют декретом о тунеядцах. Еще один признак демократического государства – это местное самоуправление. Местное самоуправление – это право человека быть хозяином на своей земле, принимать участие в жизни своего города, в деревне, выбирать мэров. Однако у нас все совсем не так. Глав исполнительных комитетов, которые по сути и решают, что и как будет работать в городе, назначает президент. То есть по сути он будет решать, как будет развиваться город, в какой сфере придется ужаться, а которой мы дадим деньги. На местном уровне граждане имеют право выбирать депутатов местных советов. Однако на самом деле полномочий у них не так уж и много. Вот мы подошли к четвертому принципу демократического государства. Четвертый принцип – это соблюдение прав человека, и не нужно путать его с верховенством права. На самом деле гонение свидетелей Иеговы в России или, например, гонение гомосексуалистов в арабских странах носят полностью законный характер, но, конечно же, не совпадают с принципами Всеобщей декларации прав человека. Уинстон Черчилль назвал демократию худшей формой правления, но лучшей из того, что у нас есть. Так давайте строить демократическую Беларусь будущего с умом.